подстраховался, короче, сделал, чтобы была трансляция вроде как с гостем там. Ну, в общем, пара человек по итогу не смогло принять участие. Ну, в общем, ладно. Сейчас посмотрим, что тут у меня накидано. Ну, из последних новостей это Трамп и Мелания Трамп, они прибыли на, значит, инаугурацию уже. Так что сейчас смотрим. Так, слышно меня, нет? В общем, завожусь я с телефона, короче, ну, в общем, тут два таких основных пункта. Это инаугурация Дональда Трампа сегодня. Уже начали депортировать всякого разного рода там представителей, значит, всяких россиянцев. И вот недавно новость прошла, что суд в Техасе, короче, выгнал. Значит, там судья даже так сказал, короче, что страха смерти у вас нет. То есть им информацию русские правозащитники и, по-видимому, ну, связанные так или иначе с гибней и так далее, предоставляют регулярно, туда в Америку шлют. Значит, о том, что, ну, посадят, да, тебя незаконно даже посадят, но тебя не убьют. И там фишка в чем? В том, что когда люди писали, они, по-видимому, в своем заявлении или в своей там, значит, в своем заявлении опасались, писали, что меня убьют. Что у меня есть страх там того, что меня посадят и убьют. Но надо писать, что вас будут пытать, и пытать будут систематически, превратят там в пидора там, или еще кого-нибудь там и так далее. То есть, ну, сгущать краски, короче. И тем более там же полно информации, что там на бутылке садят и так далее, заставляют сотрудничать и все прочее. Ну и там, естественно, чувачок, он там, видимо, границу с Техасом переходил, да, какой-то россиянин, так скажем, активист там или еще что-то. Ну, административки у него были и все прочее. Но сидел он в детеншене, его, короче, развернули. При этом, я так понимаю, что из-за того, что не просто там информация появилась о том, что вот эти вагнеровцы прошли, значит, и все прочее. И сейчас вот эти вот, значит, Юлька, точнее, Любка Соболь, там еще парочка каких-то активистов завопили, завоняли, короче. Что, мол, что такое россиян в детеншенах держат? Держат именно по этой причине, потому что опасается проникновения военных преступников. Опасаются военных преступников. Глушат, глушат, глушат трансляцию. Всеми возможными способами глушат трансляцию. Короче, периодически я вот тут вижу, что количество там просмотров снижается и так далее. Ну, слышно меня, нет? Пишите. Там имя, фамилия, видимо, в ожидании, короче, писал, что там с алкоголиком
с алкоголиком нужно трансляцию провести. Ну, позвольте, а алкоголик за эти 3 года сдеградировал еще больше. Он ни одной книжки не прочитал. Я не знаю, когда у него хватает времени там смотреть всяких Савроматов и все прочее, короче. Ну, он от них немножко так накидывается, что-то вроде как проявление интеллекта и так далее. Но учитывая то, что он в академии там, ну, сам по себе такой шустрый, хитрый, короче, то еще и в академии там ему курс читали, короче, в Петербурге по оболваниванию людишек. Он вот как раз на дурачков и рассчитан, короче. Ну, как не алкоголик-то? Ну, кто его лучше знает? Там ты, который там его по телевизору смотришь, короче, или я, который с ним бухал, там неоднократно видел эти его загоны, там, как он там пьяный валялся, поколоченный, короче, и так далее. Ну, кому ты рассказываешь-то? Я это вижу, это алкоголизированная семья вся была, короче. Понимаешь, что ты мне рассказываешь-то? Я сам справки навел тоже, не дурак. Пробили мы этого Аяна, короче. Сейчас там про него, правда, сказки начинают сочинять, короче. А так-то на деле Игорюшка-то алкоголик, прям системный, классический, короче. Тут ничего не надо выдумывать там. Так что не надо рассказывать. Ну и вот сейчас Трамп придет, и он, судя по всему, что уже в преддверии того, как Трамп был избран, суды начинают россиян, так называемых россиян, депортировать, короче, это хорошо. С другой стороны, крайне плохо будет, если будут депортировать бурятошек. Вы представляете, мужичонка бурятошкой депортнули его прям сразу в Москву. Те его хлоп, дорогой. И начнут телефончики смотреть, там, где он там отмечался и все прочее. А вы помните, что в Рашке весь исходящий трафик, он записывается. Шифрованный, не шифрованный, короче. Ну, а кто люди там шифруют, что ли, что-то? Пользуются какими-то шифраторами или там удаленными серваками где-то за рубежом и так далее, когда между ними шифрованная информация передается, да? Все это потом поднимают, значит, техническим методом, возможно, даже одной кнопочкой, короче, смотрят, какие посты писал, что писал, короче. Ладно, ему там 205-ю статью до 5 лет дадут. А если 275-ю вдруг донатил террористическому фонду ФСБ, фонд «Свободная Бурятия». Ну, в общем, сейчас ждем, короче, инаугурации. Ну, что там инаугурация будет? Начнутся высылки, поэтому бурятошки, значит, там зашевелились, перепугались. Сейчас активно кейсы пишут, короче, там Хомутаев, наверное, вместе с Мариной Ханхалаевой, там нет, как его, вместе с фондом Ньютак там вообще, наверное, не просыхают, там строчат, короче, что там активистам бурятским. Ну, правильно, надо, за денежку-то что не делать. С другой стороны, видите, системной работы нету. То есть, если бы систематическая работа была, вот уже за это время можно было уже отчет в Госдеп послать. Уже можно было вот эти отчеты распечатать, короче, по пыткам, по унижению бурятского национального достоинства, о том, что язык не преподается, о том, что... Ну, собрать все материал, весь материал, статью в Юшковой туда даже булькнуть, короче, и так далее, составить вот такой альманах, так скажем, и разослать по американским судам просто. Фонд может это сделать. И так далее. Но поскольку, видите, вот бурятушки, вот они же привыкли быть вот такие вот забитые, зачуханные там вражки, короче. Поэтому, естественно, что вот они в Америку, когда попадают, вот вроде как пресса нету этого, но они под другой попадают. Там, значит, вот эти подстереотипное мышление, короче, ой, там, да белые, ой, да республиканские штаты, да что пробовать, что пытаться там, короче. А сейчас, видите, вот эта вот система вакизма-то, она, короче, ну не потому она, что Трамп выиграл, да, и там консерваторы победили, а потому что демократическая партия не туда свернула. То есть они подумали, что раз они будут вот такие прогрессивные, там, да, вот этих, слушать этих университетских профессоров, этих нищих, талантливых, ну нищих, нищебродов, да, которые там, ну, к 50 годам только выплатили свои кредиты там и все прочее, ну, там, из вот этих, из нищих алкоголизированных или там каких-нибудь наркоманских семей, да, которые, ну, вообще, в принципе, вот почему вот этот социализм, я помню, короче, читал какую-то книжку, и там прям писалось, что некоторые американские сенаторы утверждали, что марихуана способствует социализму, короче, коммунизму. То есть, собственно, почему в свое время марихуану запретили к употреблению
употреблению где-то в годах 30-х, 40-х, короче, потому что оказалось, что это было, ну, в общем, все социалисты, коммунисты там покуривали травку, короче. И я, кстати, живя там в рабочем районе города Улан-Удэ, ну, в общем-то, понимаю, почему такое происходит, потому что работа, она такая у работяг часто монотонная, вот такая неинтересная, вот потом предприятие старое, все зачуханное, там вот никаких красок, ничего нету, короче, им охота расслабиться, а алкоголь, он уже не то, потому что алкоматы стоят, там все прочее, короче, ну, то есть на вториках могут поймать. А тут курнул, короче, употребил каких-нибудь психоактивных веществ, короче, ну и все, и нормально вроде, и дешево, потому что же бухло, оно к чему там приводит, что там потом в сауну начинают, догоняться начинают, потом в сауну начинают ехать, потом там, значит, дежурок вызванивать, короче, потом ехать там, знаете, это же плата, деньги, жик, короче, ну, и за вечер можно пол зарплаты, короче, про это. Так что тут ситуация понятная с наркотическими веществами, да, почему их запрещали в свое время. И вот эти вот профессорье, короче, которые двигают вот эту идеологию ватизма, короче, они почему-то, ну, видимо, сильное влияние оказывали на не особо умных, так скажем, сенаторов, значит, конгрессменов от демократической партии. Ну, вот это привело к тому, что электорат, классический электорат, вот эти американские простые работяги, вот этот, значит, white trash, так называемый белый мусор, он, так скажем, переключился в сторону Трампа, потому что Трамп, ну, довольно популистские идеи толкал, в том числе, которые, вот, мы, говорит, мигрантов выгоним, сейчас работа пойдет для американцев, да, мы вернем там достоинство Америки, вернем, значит, рабочие места и все прочее, но если верить статистике, статистика это открытая, то есть при демократах, только вот демократы, когда залезали в национальный долг, там, значит, брали кучу денег, и они, в основном демократы, занимались тем, что создавали рабочие места в Соединенных Штатах Америки. Ну, это при Картере там было, там, и так далее, да. Сейчас конъюнктура изменилась, потому что, ну, американские компании стали глобальными, и естественно, что вот законы рынка, они такие, ну что я буду американцу платить $5000, когда я могу заплатить какому-нибудь филиппинцу там 300 условно. И, конечно, все вот эти компании, они в основном там работают. Ладно, они там поначалу в Китае были, там с Китаем перестали дружить, короче, там многие американские компании не покинули. Ну, вот, например, Apple. Apple сейчас, я насколько знаю, не собирает телефоны в Китае. То есть все эти предприятия, короче, позакрывались, ну, с которыми они сотрудничали, и они перевели свои производственные мощности во Вьетнам. Ну вот и все. То есть политика немаловажно играет. И я думаю, что, конечно, Трамп, он как представитель орлов, так скажем, да, он примет вот эту позицию старой белой Америки, короче, он настоящий такой нормальной работы против путинского режима. И там, естественно, сейчас все, которые демократов поддерживали, вот эти Навальнята, там все прочее, дочь Юльки Навальной там в штабе Камалы Харрис там работал. Ну, могла бы не работать, но это как бы флер такой остается. И вообще я хочу бомбардировать письмами, короче, американские учреждения для того, чтобы проверили вот эту деятельность фонда «Свободная Бурятия», который ФСБ, который недавно там это Гармажапова, простите, я оговорился, Гармажапова, она там пернула в эфир, сказала, что вот, появились, там циркулируют новости, мол, короче, и мы из новостей, типа, узнали, что нас внесли в структурные 172 структурных подразделения форума свободных народов пост России. Ну и типа мы никакое отношение к этим не имеем, да я там посмотрела биографии, да меня неоднократно приглашали, там все прочее. Но я не думаю, что ее неоднократно приглашали, я думаю, что ее пригласили, скорее всего, на форум в Праге, где я был. И, ну уж так по секрету скажу, я составил список всех тех, кого на Прагу пригласили. Ну, которым выслали приглашение и так далее. Там всем вот этим
и либералам бурятским, там, и всяким журналистам, там, и все режиссерам, и все прочее. То есть, ну, другое дело, что, понятно, они там ждали раунд финансирования от американцев, короче, и, ну, поскольку там Наташка Арно, она там один из лидеров российской оппозиции, то поэтому, естественно, что они сидели, ждали в ожидании вот этих бабок там. Я посчитал, что у них там 3 программы были за это время выложены в интернет. Кстати, почему-то на сайте нет отчета по деятельности и финансового отчета нет. Обычно это норма для публичных организаций, в том числе в Соединенных Штатах Америки, короче, показать, ну, взаимосвязь, там, сколько денег они в фонд, который в Европе находится, перечислили, и, значит, как суммы растратили, просто там написано, что вот они там 10 автобусов организовали. Ну, не на 32 же тысячи долларов они организовали автобусов. Ну, ребята, ну давайте не будем это сказки рассказывать, короче. То есть определенные вопросы к тому, что ну, сумма-то небольшая, то есть для Америки, ну вы думаете, 50 тысяч, ну это что, ну это копейки. Особенно в плане финансирования фондов. Я вот здесь, например, смотрел отчет, значит, организации, которая за год от Америки получила больше, от американских фондов больше $1,5 миллиона получила. И там пул фондов, например, там какие-то христианские фонды, там, в том числе католические, там, и они каждый там по 150 тысяч, короче, ну, консолидированно выслали, ну, и там получилась такая сумма. То есть, для них это вообще, в принципе, ну, как вообще не посмотреть. Ну, и потому что, видимо, крошки со стола упали, но за эти крошки, конечно, там Гармажапова там интервью везде раздавала и так далее. У них там 3-я программа есть, кстати. То есть, такое ощущение, что на украинских каналах Гармажапова выступала за денежки. То есть, они оплачивали. То есть, почему они не брали интервью, там прямо написано, что мы даем интервью на таких-то, таких-то каналах, типа украинских, короче. Почему? Потому что свое, значит, они покупали, по-видимому, времени. И, значит, там продвигали свои вот эти нарративы единые и неделимые Россиюшки. Значит, о том, что бурят ни в чем не виноват. Короче. Ну, в общем, такая ситуация. Ну и естественно, что бурление Говен там среди хороших русских вызвало выступление Карла Габсбурга Лотарингского, короче. То есть погуглите, кто это такой, я тоже погуглил. Там, кстати, его родственница выступала в Вене. Забыл, как ее зовут. Она, у нее интересная фамилия Габсбург Дуглас. Причем Дуглас это фамилия шотландская, но это шведские аристократы, короче. То есть в свое время шотландцы, ну вы помните, там вот прямая аналогия проведу, что посмотрите Роб Рой фильм, там еще какие-то парочка фильмов есть там по поводу вот этой Шотландии 17-18 века как раз, да, когда там вот эти беспокойные горные кланы, они, значит, вели там независимую политику, их постоянно было много, постоянно они там друг с другом воевали, потому что огромное количество просто народонаселения было, ну и одновременно, видимо, уровень медицины, уровень, так скажем, знания о болезнях был высокий, и, соответственно, мало умирало детей, но и много доживало до, скажем, 20 годам. Конечно, там из-за обилия молодежи просто там происходили постоянные кризисы, когда вот много молодых мужчин, да, не всем ресурсов хватает и все прочее. И вот тогда шотландские аристократы, они приняли единственное правильное решение начать вот эту избыточную массу вот этих люмпинов, так скажем, маргиналов отправлять в английские войска. Вот так шотландские всякие там гвардии появились и все прочее. То есть потом огромное количество шотландцев наемных, они там воевали за Францию, там за другие государства. В свое время даже было такое опасение у поляков, что слишком большое количество шотландцев в Польше. То есть, вот, торговля, связанная с Балтийским морем, там огромное количество шотландцев было. И вот они нанимались на всякую, в том числе на русскую службу долетали.
И ему какая разница, вот он там шотландец из какого-нибудь рода, да, ну, может быть, и дворянского, например, или представитель клана, но он вообще в принципе никто там, то есть у него особь, как говорится, с нулевым этим авторитетом, да, а вот он воюя, так скажем, он его приобретает опыт, определенные знания, цивилизационно другие, да, и естественно, что такие товарищи, например, где-нибудь в Рашке, будучи, значит, иностранцами, они приобретали определенное себе положение, то есть, конечно, оставались. То есть ты там какой-нибудь непонятно кто в Шотландии, да, с кровниками там, например, которые готовы тебя убить, а в Рашке ты, ну, какой-нибудь мелкий, ну, поместный там дворянин. Конечно, они выбирали эту стезю и оставались. И поэтому таких вот шотландцев достаточно, очень много в Америке, еще больше, потому что большая часть шотландцев, как и ирландцев, проживает в Соединенных Штатах. Ну и вот сейчас они все проголосовали за Дональда Трампа, ну и вот сейчас все вот эти буритошки, менты, алкоголики, там все эти бывшие там служилые, бывшие, значит, всякие там вагнеровцы и так далее, их там всех, я более чем уверен, что прочистят. С другой стороны, что это не одномоментно, естественно, произойдет. Но станок высолок, он будет работать. И сейчас, конечно, вот эти вот навальнята, они там очень сильно заголосили, завопили по поводу того, что, ну, видимо, вот они кейсы же пишут за денежки людишкам. Это известная тема, что они там не только кейсы пишут, но еще и денежки вывозят. Ну, таким вот псевдооппозиционерам, так скажем. Ну, там, да, ну, понятно, попал там под административку и так далее, но уголовного преследования это не было. Есть вероятность уголовного преследования, там что-то за донаты и так далее. Но поскольку его нет, то, естественно, как там американский судья. А в Америке, как вы знаете, прецедентное право. И если вот в Техасе один судья вот этого депортировал, даже зная, что тут на бутылку присядет вражки, короче, ну ты типа на бутылку сядешь, но ты же не умрешь, короче. Типа судья прям так и сказал этому телу. Другое дело, что есть там возможность апелляции, но его могут депортнуть в Рашку до апелляции, короче. Ну, просто в нарушение закона, и все, просто возьмут и депортнут, и все, и привет. Там сложная система, естественно, сейчас вот эти все так называемые революционеры бурятские, они там задрожали, короче. Ну, вот есть возможность, я же говорю, друзья мои. Мы делаем партию, вступайте в нашу партию. Партия бурятского возрождения. Я вот сегодня опубликовал и выслал на сайт президента Дональда Трампа поздравления с тем, что поздравления с инаугурацией. И сказал, что у нас между Бурятией и Америкой есть проблема визового характера, нужно будет решать. Мы готовы будем пойти на сотрудничество в этом отношении и просим вас, так скажем, посодействовать помощи, так скажем, бурятскому комьюнити, сообществу Соединенных Штатов Америки. Мы с образованием все, у нас есть желание жить в демократической стране, строить, усиленно работать на благо американского сообщества, ради американской мечты. И, безусловно, вот чем больше таких обращений будет, да, тем на самом деле лучше. Так. Ну, а никакого правого поворота не будет. Американцы страшно как нацистов не любят, в том числе своих собственных, но из-за того, что там как бы свобода слова, да, и каждый имеет право там на оружие, вот там нацисты очень сильно-то не борзеют, короче, потому что их в первую очередь и расстреляют. Они, конечно, могут быть агрессивным меньшинством, но свободный доступ к оружию, когда любой гражданин Соединенных Штатов может оружие купить, а потом какого-нибудь нацика просто-напросто завалить, это вот много чего стоит. А в Рашке действительно сейчас там начинается вот эта истерия антииммигрантская. Хотя я помню эти 90-е годы, когда там 90-е, 2000-е годы. 90-е годы вообще я помню, там РНЕшники стояли на любом там переходе, раздавали эти газеты. Я даже помню, подошел к РНЕшнику, говорю, что раздаешь, дай газету, короче. Он на меня так посмотрел и отвернулся, жопой ко мне встал, короче. Я такой думаю, какой-то странный раздавала газет, короче. И только потом я догнал, что это были РНЕшники, короче. И он, по-видимому, вообще не ожидал, что какой-то там азиат подойдет к нему и газету попросит. 98-й год был.
И тогда вообще, в принципе, мигрантов не было. Ну, конечно, были там представители вот этой советской номенклатуры и так далее. То есть мигранты такого, ну, так скажем, бывшего Советского Союза были представители. Вот эти, ну, самая элита, вот эта прорусская, которая вылезла, которая потом вытягивала под свои организации, под свои фирмы, там вот этот, значит, должников из Центральной Азии, там, из других регионов, да, ну, как это же известно, вот узбеки, вот как они попадают значит, в рабство вражки к своим же. Они выращивают лук, допустим, да, у каждого там, ну, какой-то участок есть, что-то случилось, болезнь какая-то, лук умер, а деньги на лук взяли в долг. И долг начинает расти, а там долг не 3%, не 1%, а гораздо большая сумма. И чтобы это отбить, они тебе говорят, ну давай мы там, поедешь в Москву, поработаешь, короче, долг отобьешь. Ну и вот так вынуждены люди кататься вот в это рабство. Там в Москве, и я здесь встречал тоже узбеков, которые наоборот хвалятся, что они там 20 или 30 лет прожили в Москве, завели детей, вот это вот системный просто-напросто нацизм, когда взятки на каждом углу и так далее, там в том, что в школу поступить тоже взятку там платят и так далее. Ну, то есть все это как бы, ну, приводит к тому, что вот он сюда приехал, ну, попробовать, и он тут же сразу сюда семью перевез с Москвы. Хотя они там 20 или 30 лет жили, потому что, он говорит, здесь возможностей больше, здесь действительно, ну, Польша, это зарплаты, правда, такие же, но качество жизни гораздо высокое. Поэтому сейчас очевидная переориентация происходит. И, в общем-то, скоро в Рашке, я так понимаю, что вообще некому будет работать. Там некоторые боятся, что ой, да сейчас там Путин что-то подписал и так далее, мобилизация начнется. Вы поймите, экономика сейчас на дне уже. Уже все профильные, значит, организации, которые, ну, имеют реальную оценку по экономике, они уже об этом свистят, короче, потому что санкции работают, они не работают, не начнут работать сразу. Вот сегодня слышал выступление, значит, представителя зернового какого-то, значит, комитета или объединения и так далее. Он говорит, ну что, вот у нас стабильно росла пшеница. Сейчас пшеницу практически перестали сеять, потому что, ну, они компенсируются, во-вторых, приходится пользоваться российскими сортами пшеницы, которые невысокопродуктивные, короче. И это приводит к тому, что сейчас с 2020 года или с 2021 года началось падение по, значит, выработке пшеницы. Ну все, то есть, значит, скоро будет работать холодильник, друзья мои. Через несколько лет Рашка начнет из экспортера превратиться в импортера. И, естественно, там никакими решениями, ну, ты просто крестьянин, но только под дулом пистолета будешь заставлять, короче, а это еще, ну, то есть, возобновление карательных органов, да, там, создание колхозов и так далее, где в директивном порядке будут требовать там сеять пшеницу. Вот у нас в Бурятии, да, перестали эту пшеницу сеять, короче, ну и перестали деньги на ветер выбрасывать, потому что, ну не растет она, ну, максимум фуражная, там, может быть, скот подкормить, там, и так далее. Ну, а зачем ему кормить скот низкобелковой фуражной пшеницей, когда он может нормальную пшеницу купить и ее откармливать скот? Правильно, правильно. Так. И вот, возвращаясь к тому, что сказал Карл Габсбург, и самое интересное, что вот это есть такая латынина, короче, да, которую там говном обмазал кто-то, и она после этого из России покинула еще там в каком, в 16 или 17 году, да. И вот Карл Лотарингский, интересная вот эта паневропейская партия, которая занималась, ну, там был такой деятель, который занимался с 20-х годов вот этой объединением Европы. То есть и приложили усилия для того, чтобы создать, значит, точнее, Лигу наций, а потом дальше работали, они после войны работали на продвижение идеи о единой Европе, да, о том, что европейцам нужно
объединяться. Ну, то есть понятно, потому что они посчитали просто экономику Америки, да, потенциально, тогда были уже австрийская экономическая школа очень сильная была. Они, кстати, доказали о том, что социализм, коммунизм или вот эта плановая экономика, она ущербна сама по себе. Это еще в 20-е годы было доказано. Ну и, в общем-то, совок он и не пережил того периода времени отведенного, да, потому что, ну, она может быть, так скажем, сейчас, правда, там я читаю статью о том, что как китайцы там, используя административно-командную плановую экономику, короче, там, ну, опрокидывают все европейские инвестиции. У европейцев, например, ну, все медленно, там, то есть они там денежки собирают, инвестиции там рассчитаны на 9 лет, на 10 лет, на 15, на 20 лет, короче. А китайцы, они от начала до конца строят завод в течение там 2-3 лет, короче, и запускают производство, и уже когда европеец уже что-то начинает производить, там, да, к 7-8 году, короче, китайцы уже все отбил. И у него уже и следующее там, 3-е, 4-е, 5-е поколение нового продукта выходит, да, а европеец, он, получается, отстает. И естественно, что Европа вводит какие-то дополнительные санкции против Китая там, и так далее, ну, защищая свой товар, и за счет того, что это все в Европе потом насаждается, произведенное в Европе, все это безумно дорого, неэффективно, куча пошлин всяких там и так далее. Ну, вот те, которые живут в Америке, они прекрасно понимают, что для чего Европейский Союз создавался. Европейский Союз создавался для того, чтобы быть некой экономической альтернативой Соединенным Штатам Америки. Ну, сейчас посмотрим, что там политика Трампа как внешняя будет перемещаться. Сейчас есть, конечно, там зетошники, там все вот эти русские патриоты кричат о том, что наш Трамп пришел, там, короче, что будут какие-то там изменения, что сейчас там Украине кислород перекроют. Абсолютно этого не произойдет. Почему? Потому что Путин, и это Трамп абсолютно понимает, что Путин в 2014 году, отторгнув Крым, он провел американцам шершавым по губам. И такой, как Трамп, он прекрасно это понимает. Другое дело, что они смотрят, могут ли вот эти суммы, которые они выделяют как будто бы Украине, да, насколько они эффективно употребляются внутри США, насколько сильно рост экономики за счет этого идет. Потому что вся эта помощь, ну, которая указана, это же, ну, позвольте, техника, там, амуниция, значит, вот эти высокоэффективные ракеты, да, они там сейчас усилили производство вот этих 150-миллиметровых снарядов, короче, то есть заводы начали работать круглосуточно, там какие-то заводы, которые, значит, были заморожены или там производили какую-то гражданскую продукцию, снова начали производить снаряды, да, то есть все это идет на пользу американской экономики. Поэтому Трамп это, естественно, никакую помощь сворачивать не будет. Это он может так вбросить для того, чтобы там пришли эти русские лоббисты с деньгами, значит, всякие Наташки Арно там и так далее, и начали там говорить, да вот, там сейчас режим Путина сбросить надо, давайте на это усилия, дайте нам там гранты на пропаганду в Ютубе, там все прочее. Ну, в общем, в таком роде будет это все происходить. Но я думаю, что Трамп сейчас изменит политику этих всех леваков, этих псевдолибералов, всех выпнут на мороз. И форум свободных народов пост России начнет прямо, непосредственно получать финансовые средства. Я уже уверен, что на нас выйдут ребята из ЦРУ, скажут, у нас вот есть Венесуэла, короче, сейчас будете участвовать в скидывании Мадуры. Я скажу, да. У нас есть генерал воздушных войск в США, короче, это великий Рэмбо воин, там, дайте ему чекушку, короче, он Мадуру там с одного пинка выгонит, короче. Я говорю, там, ну, сбичевавшихся бурят, там, всяких сбомжевавшихся, там, и так далее, тоже достаточно хватает, короче. Я говорю, сейчас будем делать бурятское ЧВК в Соединенных Штатах Америки, короче, всех туда загоним, естественно, под моим руководством. И будем скидывать Мадуру, там сделаем тренировочные лагеря, всех туда вот этих, значит, несчастных там, обещавшихся, бомжевавшихся, значит, россиян по Европам, которые там по Грузиям и по Казахстанам сидят, короче, туда, в тренировочные лагеря, кокаинить их будем.
И будет заваруха, будем Путина скидывать. Ну, ситуация такая, что, видите, я не синофоб, короче. Синофобия у бурят, она не вызвана тем, что буряты имели прямой какой-то негативный контакт с китайцами. Позвольте, Курумкан, Боргузин, часть Хоринского района, там вот это Агинское, это же все китайцы. Вот эти вот китайские проститутки, которые там в советское время остались, стали там Доржиевыми, Цыбиковыми там и все прочее, они же никуда не делись, они размножились, и там довольно прилично, и все они прекрасно знают свое китайское происхождение. Говорят по-бурятски, жрут позы, короче, там, хашханыки жрут там и все прочее. Ну, потому что на Северном Китае точно такая же кухня абсолютно. И они-то помнят про свое происхождение китайское. Ну что вы, ребята, ну давайте не будем буддисты, давайте не будем юлить, сдавайте там генетические тесты и так далее. Все это же потом вылезет, короче. И откуда у вас вот эта синофобия? А потому что при совке им же так сказали, или ты становишься бурятом, там, Ивановым, Петровым, Бадмаевым, Цыбиковым, да, или мы тебя депортнем в Китай. А они знали, почему они оттуда уехали, потому что там был страшный голод. И под это хунвейбинов там, и вот эти метисы, короче, их в Китае сильно дискриминируют метисов. Я такого метиса видел, который, видимо, на родину предков ездил, и вот он и там с китаянками о чем-то там, которые русский язык учили, разговаривал на китайском языке. И что-то там вот девочка, по-моему, этого преподавателя, с которым, значит, она что-то там спрашивала, что китаянки там что-то какое-то слово сказали, там и так далее. А это говорит, ну ты знаешь же, что китайцы метисов дискриминировали, особенно в те времена. Сейчас-то может быть в меньшей степени, но в те времена это было страшно. И естественно, что многие стали вот этими Цыбыхами, Бадмаевыми там и все прочими, короче. Так что это неудивительно. Откуда вот у бурят вот эта синофобия? Страх. Страх, внесенный тогда в 60-е, 70-е годы в эти семьи, да, что депортнут там и так далее. И страх разоблачения. Что они-то не буряты коренные. И ну они зато другой миф начали дуть, короче, что слишком много в Улан-Удэ западных бурят, короче. И вот там Аннушка Зуева такого вот агента наслушалась, короче. И вообще на полном серьезе, на полном фарше, короче, они там на своем канале вот такую чушь, короче, вот эту русско-фашистскую байку, короче, пустили. И я не успел скачать это видео. Если кто скачал это видео, обязательно залейте куда-нибудь, перешлите мне, короче. Я его хочу внимательно разобрать и потом выслать туда, значит, в Эстонию, в эти, как где там Аннушка живет и так далее, в прокуратуру спросить, что не разжигает ли межнациональную русский агент Анна Зуева, русский агент ФСБ Анна Зуева, короче, вместе с петербургским агентом ФСБ Александрой Гармажаповой. Так. Дмитрий спрашивает, что я сделал. Ну, я стал террористом, по крайней мере. Мой фонд признали в одном из 172 организаций, короче, признанных террористическим. Верховный суд Рашки признал меня террористом, короче. То есть я до этого был экстремистом, там, уголовником, еще кем-то был там, короче. А теперь я официально террорист, короче. Так что... А работа только начинается, потому что, ну, на интеграцию я потратил эти 3 года. Я уже 3 года нахожусь здесь, в Польше. Так что сейчас у меня такой буст энергетический идет. Все уже там вот эти, ну, как бы отсеялись вот эти все люди, которые просто говорили и занимались, короче. Остались в наших вообще движениях люди только конкретные, самые лучшие, я считаю. И с ними работа идет, знаете, вот на, как это, синергетически, короче. Вот. Люди знают, люди работали, короче, у людей бизнесы были, понимаете, то есть все это движется, короче, вот вперед, вперед, вперед и так далее. Так что
Что я буду у вас это, короче, майор или кто вы там из полиции там, сейчас сколько в Улан-Удэ времени-то? В Улан-Удэ 2 часа ночи сейчас там сидит, короче, это, советскому, как его, как он называется, советскому отделу полиции привет, короче. Что там? Много политических-то на бутыле или нет? Ну вот. Роман Жигарев пишет, пропаганда в РФ разнонаправленная, про основные массы понятно. Вот для тех, кто немного умнее, и всякие псевдооппозиционеры по типу Латынина. Ну, это же инфо-цыганство в чистом виде. То есть, принципы абсолютно нормальные, я считаю, что... Вот это, кстати, плохо, что среди оппозиционеров подобного рода нету. То есть, потому что я уже на эту тему рассуждал у себя в чате о том, что бурятам нужно создавать вот эти инфо-цыганские секты. Но смысл в чем? В том, что в продвижении националистических идей, короче. То есть они должны быть вот распространенными именно этими инфо-цыганскими методами. Ну вот, например, карта Монгола. То есть хитрая же тема, да? Вроде, ну, чисто под бурятошевское мышление, вот мышление этих инородцев забитых, зачуханных, короче, да? Вроде и не национализм сильно, да, но вроде как вот такая мечта, типа вот сейчас мы этому Джангуру денежек накинем, короче, а он нам карту поляка сделает, карту монгола сделает, короче. А как он ее сделает, когда он вообще там никто, короче. Его звать никак вообще. То есть для Монголии он вообще никто в принципе. Понимаете? Ну там какие-то дурачки тоже там эти же кидал в Халхе, кидал в Монголии вагоны маленькой тележкой. Это всем известно, никто не хочет бизнес с Халками вести, потому что чисты швыряния, короче. Ну так и есть, ну ребята, ну давайте будем откровенными. То есть если вы этих простых материй не знаете, короче, да, и у вас такое наивно примитивное мышление о Монголии, о том, что там Монголия соберется, там и все монгольские народы под свое знамя там соберет и так далее. Ребята, не смешите. Ну не смешите просто. Я вот сейчас смотрю, значит, во-первых, они не отменили соглашение от 47-го или 49-го года с Советским Союзом о депортации уголовных преступников. Да, то есть для того, чтобы собирать хотя бы монголов, нужно вот это соглашение денонсировать просто-напросто. Понимаете, да? Раз. И никакая карта монголов вас просто вражки объявят каким-нибудь, я не знаю, уголовным преступником, и Монголия вас с этой картой монголов выпнет. Короче. Монголия не Израиль, там до сих пор это МНРП правят. Понимаете, до сих пор эти люмпины там выходят на площадь, там бьются, короче. Ну, потому что, ну, детская демократия это называется. Это во всем мире в Монголии называется детская демократия. То есть они никак не могут перерасти в более что-то серьезное. Вот и все. Ну, то есть, вот это вот инфо-цыганство. Насобирали денег, короче, швырнули кучу народа. Ну, а там же есть в русском, как это, сам обманываться рад. Да, ты простила, а я забыла, например. Ну, вот что-то такое, да? И на меня почему-то подписано вот это обилие дураков, какой-то там дроворуб там или лесоруб, короче, там. Если это тот лесоруб, который там возле нашей площади крутился, так это вообще, короче, ушлый мужик какой-то непонятный, короче. Ну и вот он обманывал царат просто, дурачок пишет там и так далее. Вот, подпишите петицию. Да никто не подпишет. Почему мы-то должны подписывать? Это монголы должны внутри Монголии подписывать. А им еще дармоедов этих не хватало, короче. У них и так там зарплаты низкие, высокий уровень коррупции, короче, да. Большая часть спецслужб, там, ментов и так далее обучена вражке. Что вы хотите? Поэтому я считаю, что меньше из зол, если мы при объявлении своей независимости, Бурятия от Енисея до Амура, подпадем под экономическое влияние Китая. С другой стороны, если мы договоримся, если наша диаспора пролоббирует введение американских оккупационных войск в Бурятию и создание нескольких военных баз на территории этнической Бурятии, возле Красноярска, возле Иркутска, возле Улан-Удэ, крупные военные базы, американские.
Вот тогда будет нормальная тема. Тогда мы, естественно, не подпадем под влияние Китая. Мы будем сотрудничать с американцами, мы будем сотрудничать с Австралией, с Великобританией, с Японией, с Южной Кореей. Будем поставлять ресурсы туда. Ну, что, в общем-то, сейчас Путин и делает. И на этом зарабатывают какие огромные суммы. Там только прибыль от одного Тугнуйского угольного разреза составит 5 миллиардов долларов. Прибыль это после того, как значит, все расходы уже посчитали. Понимаете? То есть мы сидим просто на огромных ресурсах, не говоря о том, что золото сколько там еще лежит в этих недрах. Короче, пустим тех же китайцев добывать золото, короче. Озолотимся. Саня Ахмедский, как вы видите, будущее Бурятии? Независимая, суверенная республика от Енисея до Амура. Я вот сейчас уже в процессе, значит, структурирования нашей бурятской конституции нахожусь, потому что планирую в течение этого полугода представить проект конституции Бурятии. Первое. Потом одновременно с проектом Конституции планирую представить здесь, в Польше, Бурятский республиканский центр. И одновременно с созданием центра мы будем заниматься аналитическими исследованиями. Ну, примерно тем, чем Юшкова занимается. Анализировать большие данные будем, короче, в общем, сеть польских агентов, точнее не польских агентов, а наших агентов будем развивать, короче, будем крипту создадим, короче, будем криптой выплачивать. Так. Ну, конституционная республика. Ну, сейчас все государства, они имеют конституцию. Вот, собственно, там небольшой есть спор такой, чисто идеологическая форма его. Значит, форуме свободных государств пост России, короче. Меня там часто критикуют за то, что я хочу взять этническую Бурятию. А нам, ну, там совет дают, вот вы можете потом, конечно, взять, но вот нужно сосредоточиться на независимости, типа вот конкретной существующей республики. Ну, бурятской. Но я понимаю, почему такая логика, из чего происходит, из-за того, что мы, в принципе, когда Российская Федерация создавалась, мы были суверенны и независимы. И эту норму незаконно при Путине изъяли о суверенитете. То есть теоретически мы можем ввести танки, захватить, уничтожить там вот эти 11-ю ДШБ блокировать, значит, вот эту 5-ю танковую блокировать, короче, уничтожить советские РВД, здания ФСБ, ОМОН, значит, блокировать вот эти все железнодорожные и так далее, завести там несколько танков на Хурал, значит, загнать туда вот этих депутатиков, значит, поставить перед ними ящик денег, короче, американских свежих напечатанных зеленых бумажек, и сказать, что голосуем, провозглашаем суверенитет, короче, отменяем вот эту норму, вводим опять Верховный суд Бурятский, Конституционный суд Республики Бурятия, тут же пригоняем вот это, достаем прах Хореноева, так скажем, труп садим, значит, там, значит, его как марионетку так подвешиваем, короче, или он живой еще, ну, в общем, короче, к тому времени, наверное, умрет. И, в общем, денонсируем все эти вот соглашения, в том числе союзный договор, короче, с Рашкой. Не союзный, а вот этот федеральный договор. Денонсируем и все, и мы независимая республика, суверенная, короче. И тогда тут же пишем тут же письмом фельдъегерским, точнее, фельдъегер уже будет там в штаб-квартире НАТО, короче, он распакует письмо, отдаст о том, что просьбы, значит, о военно-техническом и гражданском сотрудничестве, значит, со странами НАТО. Тут же аэродром, на аэродром тут же самолеты из этого, как его, из Соединенных Штатов Америки, из стран НАТО начинают садиться, там контингент 200-300 солдат высадят, короче. Так. То есть, в принципе, я примерно подсчитал, нам нужно где-то 975
миллионов долларов для того, чтобы натренировать, вот, ну, нормальное количество, там, 200-300 человек, амуницию купить, танки прикупить, полно же частных организаций, короче. Единственное, что для того, чтобы все гладенько произошло, надо в Монголии правительство скинуть. То есть с этой стороны, естественно, миграция вот этих вот несчастных бурятошек, которые там, ну, после мобилизации там оказались, короче, она тоже важна. Почему? Потому что там нужно наблюдать, то есть людишки должны пожить, посмотреть в Монголии. Для чего? Для того, чтобы не делать вот эту демократию, как в Монголии, вы поймите. Там демократия хорошо будет работать, если вот это здание в Улан-Баторе русского посольства, монголы туда ворвутся и всех там перебьют, короче. Вот тогда очень будет нормально функционировать монгольская демократия. Но пока там русское посольство стоит, и пока комбинат Эрденет, значит, захвачен русскими, пока они не могут, денонсируя всякие там соглашения и так далее, построить у себя каскад ГЭС на вот этих реках, на Селенге там и так далее, да, короче. То есть Монголия, она всегда будет, в том числе энергетически зависима от Рашки. Сейчас же не потому прервали, так скажем, строительство вот этого какого-то газопровода в Китае, да, потому что Китай отказался покупать. Китай потому что понимал, что на его деньги хотят построить газопровод, который будет отчасти значит, избавлять Монголию от энергетической зависимости. Угля в Монголии вагон маленькая тележка, и они поэтому там, в принципе, свою собственную энергетическую вот эту ГРЭС, так называемую, построили где-то, я вот не помню, где-то на юге Монголии, ну, с расчетом, чтобы продавать электроэнергию, сжигать уголь там, а продавать электроэнергию в Китае. Ну, поживем, увидим, как там все изменится. Но Монголия это с точки зрения бизнеса и вообще, в принципе, вот такой не политической жизни очень хорошая страна. Так что при невозможности делания бизнеса, так скажем, в Бурятии, когда, ну, существенно ограничится, когда вы поняли, что вы уперлись вот в этот русский потолок, который, ну, всегда есть. То есть все, кто занимается бизнесом, они пока не упираются в этот русский потолок, они не понимают, что он существует. Но вы когда в него упираетесь, короче, либо Соединенные Штаты Америки, либо вот, ну, Монголия, в Европу вообще не советую ехать, кроме как учиться. Здесь хорошо получать образование, потом оставаться, интегрироваться здесь в общество и так далее. Но политической, в принципе, работой можно заниматься и так далее. Но в плане ведения бизнеса тут надо работать в 2 раза больше, чем в Соединенных Штатах Америки, и в раз 5 больше, чем в Рашке. Конечно, не все выдерживают, потому что ну, здесь все жестко. Здесь ты там не сможешь налоги не платить или своим работягам платить там ту зарплату, которую сам хочешь платить им. Здесь так не получится. Так, 48, 48 минут в эфире. Ну, в общем, сейчас, подождите-ка.
Так, сейчас. Так. Я там какой-то стрим видел свидетелей секты Лёшки Навального, короче. И, в общем, попросил у моего коллеги, так скажем, по колупанию русни Семена Скрипецкого, в миру Роберта Бурдая, короче, оригиналы. Не, это не оригинал, это понятно, но это оригинальные фотографии. Точнее, сканы или снимки, короче, с этих вот. Вот эта вот икона, она была на митинге русской оппозиции в Берлине. С ней, собственно, сам Скрипецкий выступал, короче. Я вот думаю, 1 марта выбраться на вот этот митинг, короче, прикрепить это к картонке или к фанерке, короче, и с этими иконами, там, значит, и с бурятским флагом пройти по улицам Берлина, короче. Но в связи с тем, что я ограничен в финансовых средствах, я вот объявлю на это дело донат, короче. Сейчас пока они будут, пускай повисят здесь. Ну, в общем, на 1 марта я запланировал поездку в Берлин. И, значит, там же они собрались, там колонны инородцев сделать, колонны там еще кого-то, это значит, там кто-то под русским флагом будет идти, значит, под вот этой имперкой, кто-то будет под так называемым БЧБ топать, короче. Ну и там инородцам разрешили свои флаги притащить, короче, там, бурятский флаг, там, не знаю, какой-нибудь флаг Саха там и так далее, короче. Ну, в общем, сейчас собираю бригаду отсюда значит, из этого, как его, из Варшавы, короче, желающих поехать. Ну, я не знаю, может быть, Роберт Бурдай присоединится, короче, напишу, спрошу. Если Роберт поедет, то пойду в его колонию. Это определенно, короче. Так. Что у нас там еще заявлено сегодня было? Ну, давайте вопрос-ответ. Коротко, 14 человек смотрят. Что-то пока. Так. Что-то пока особо. Дима там что-то ерунду, короче, пишет. Что там какая-то страшная переписка, короче, идет. Я там, видимо, не все комментарии. Я не все комментарии, друзья мои, вижу. Поставил там, значит, сейчас вот этот покажем. Комментарии, там какой-то Алтын, там что-то. Так, Саня Ахмед Кызы, Саня, привет. Так, ну, одни и те же пишут, короче. Видимо, все остальные это как его, советские РОВД, короче. Любят они нас смотреть. Ну, в общем, что еще сказать-то? Ну, сейчас все уже пошла. Смотрите, инаугурацию Трампа уже 20 минут идет. Я даже гляну сейчас. Так.
Трамп выступает, я, наверное, тоже побегу, посмотрю, значит, трансляцию Трампа, короче, ну, процесс инаугурации. Все-таки раз в 4 года такое не стоит пропускать. В общем, ну, дорогие друзья, прощаемся с вами традиционными нашими словами. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Сим победим каждое утро, вставая. Каждый вечер, ложась, вы говорите: «Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура». Только так и не иначе. Вступайте в ряды нашей партии, вступайте, находясь за рубежом, вступайте в ряды нашего правозащитного фонда, который признали террористической организацией. Так что будем вместе с террористами, вместе будем разрушать русский мир. Всем пока и до новых встреч.